Жир, сухой жир. И сейчас затем мелкий. Так, девочки, все, мы начали. Поставили мясо, говядина, да, Зуля? Говядина, мясо. Так, а это жарится, это добавляется, это курдюк, да, жир, ну вот жир. Он сушеный, соленый жир. Его Зуля порезала на мелкие такие квадратики. И нужно хорошенько его обжарить. Это потом, Зуля, ну во что добавляется? Смесь яичная с молоком. Яичная смесь, что вот будут курзы яичные. Вот, ну, в общем, вы будете за всем наблюдать. Все, у Зули вообще золотые руки. Вот, возможно, она у нас будет будущий блогер. Если она откроет свой канал, мы отличную рекламу сделаем даже. Сделаем, иншалла. Зуля очень хорошая женщина. Вы знаете, я езжу в гости только к избранным, хорошим людям, где меня принимают хорошо, где добрые люди. Ой, ну такой аромат идет, девочки. Это я люблю такое. Что? Сейчас, секунду, Софишка, сейчас я сниму. Большая волокита, да, с этим блюдом именно? Много возни. Ну, ради того, чтобы показать, чтобы был этот рецепт на канале, сделаем. Я вообще не понимаю раньше, когда твоя свекровь делала их, как они выливаться оттуда не будет. Как они варятся и сохраняются целые. Можешь тише сделать, не надо тише сделать его. Я же сделала. Сделала? И мяско такое, аппетитный кусочек. Мне нравится эта посуда у Зули, которая тоже хорошо она и смотрится, и в ней еда тоже вкусная получается. Ну, толстое дно, из-за этого как будто все парится. Под паром готовится, да? А это у Зули чайник только из набора ОМС. Она мне, кстати, заказала, говорит, Кис, я хочу у тебя купить все под цвет, чтобы и мантоварку, потом со временем, и набор ОМС. Я сказала, сделаем, Зуля, сделаем для тебя, без проблем. Так, все, добавляем лучок. Ой, какой аромат идет, друзья, какой аромат. Ох. Вот это сегодня будет веселье. А к нам приходила сейчас в гости, короче говоря, Хамар Девиш из Удиарьян. Кузуля Ашу из Сюринца Йоурела. Мы ее пригласили, мы сказали, Дец, приходи. Тут намечается сегодня пир на весь мир. Да. Обещала она прийти. В общем, это все обжаривается. Азур, это турлук что добавишь, да, все? Понятно. Это курдюк. Другими словами, как по-русски сало, да, бывает? Только такие говяжьи тоже ж бывают, бараний, говяжий жир. Вот его засушивают и коптят даже. И так, Знаешь, как хорошо сушить? Она сушила. Солью хорошо его, ну, намазывают солью хорошо и вешают наверх, там, на потолок куда-нибудь. И он сушится, жир. И вот в такую еду, когда готовишь домашнее что-то вот такое, добавлять, очень вкусно бывает. Сейчас сделаем, рассказывай нам, сколько яиц? 7? Так можно 10 на литр молока. А сейчас я сделаю 7 яиц, пол-литра молока. Вот, нам много не надо. Да. У нас же еще другое блюдо будет. У нас будет 2 блюда. Яичный хинкал и слоеный хинкал, да? Ну, слоеный завтра у нас будет, выйдет видео. Сделаем мы сегодня, но
Хорошего много не надо сразу, по чуть-чуть, да? Зуля стесняется. Я помню, когда я только начинала, вообще, ой, как просто... Так это еще я ее не показываю. Если бы я ее показывала, она вообще тогда, когда камеру навсегда ставишь, к этому было очень трудно привыкнуть. Вот самый трудный момент — это говорить на камеру. То, что ты понимаешь, сколько людей будут смотреть, и, ой, ну ко всему привыкаешь. Зуль, сейчас 8 яиц и сколько молока? 7 яиц. 7 яиц и молока? Пол-литра молока. Пол-литра молока будет. Так, что комната температура должна быть? Не трогай. Взбиваем, да? Угу. Перец, да, черный? Чуть-чуть. Жир еще чуть соленый. Угу, да, жир же тоже соленый, да. Этот жир, он изначально. Просеиваем муку. Эти чашки ты набор, да, брала? Угу. Все это пережарилось, остывает сейчас. Ну, также, я вот спросила, кто не любит, ну, бывают такие, например, у меня Анжела, она бы такое не ела из-за жира. А если без жира, она бы ела. То можно просто обжаренный лук. Допустим, кто-то захочет делать, да, ну, со всего мира меня смотрят, не обязательно этот жир, можно просто лук обжарить. А дальше все по рецепту. Мука обычно, да? Мука, соль, вода пресная. А вода комнатная температура? С крана, да? Угу. Одно яйцо, да? Угу. Ау. Я хочу гулять. Гулять? Ты пока кашляешь. Нет. Гулять. А массу лука добавлять сюда, когда оно чуть остынет, да? Угу. Горячая она свернет уже. Угу.
А что тут происходит? Тут что, маленькая Ляля, что ли, спит? Да, маленькая ляля. Вы видели, Ляля маленькая? Мама, он у меня соску забирает. Ну это же его соска. Отдай, а то он будет плакать. Это же его отдай. Он же маленький, а ты большая. Зачем тебе соска? А где его? Что-то у него и классная была. Суса, не иди. Я красота. Ну, опусти ножки, опусти, так не надо. Мне кажется, Соса, мне не дай. Соса, кака. Не кака. Кака. Это у тебя кака. Все, тесто готово. Вот такая должна быть чашка чистая. Я всегда Анжелу раньше за это ругала, когда с тестом. У настоящей чистой плотной хозяйки всегда после того, как она замесит тесто, бока и чашка, можно сказать, остаются практически сухие. Ну, Зулям, дикзудер и так. В этом никто не сомневается. Мне бы такая невестка досталась. Так, все, девочки, эта зажарка остыла. Теперь добавляем сюда в эту смесь, где яйца и молоко. Дети у нас шумят, не обращайте внимания. Ну, а что, куда? Куда нам деть наших деток? Что спросить у кисы? Что спросить? Сейчас. А, в кровать, да? Идем. Смесь готова. А это мы взяли муку. Это будет тесто на слоеный хинкал. Это оно идет дрожжевое уже. Там уже немножко другой рецепт. Сюда добавили дрожжи, да? Соль, мука. Ой, у нас опять выключили свет. И не так уж много у меня телефон заряжен. Теперь я буду переживать, чтобы успеть это хоть съемку сделать. Так, закипело, да, уже? Начинаю. О, такая хорошая такая кастрюлька, удобная, да? Ну, небольшая, наверное, вот. Но несколько раз хорошо суп сварить, борщ там. Хорошее мясо, быстро варится, быстро Да, варится. быстро варится. Друзья, у меня еще будет к вам Куда не заходи? такая просьба. Смотрите, я как-то недавно у меня был ролик на такую тему, что вот насколько прибыльная эта вещь, YouTube, да, и как можно на ней, ну, заработать деньги. После этого очень-очень много людей написали мне, и кто хотел открыть канал, девочки, благодарили, что как бы мотивация это хорошая и так далее. Ну, благодарили, кое-что просили помочь, что смогла, я помогла. Девочки, ну, и среди некоторых есть такие, которые, ну, как бы, знаете, настойчиво, ну, прям, можно сказать, даже
требует. Вот зайдите, киса, на канал и посмотрите, как вот, может, что не хватает у меня, может, что хватает. Девочки, я сама учусь. Я сама, у меня самой каналу всего 1,5 года. Ну, год с чем-то. Я сама еще учусь многому, да. Например, я недовольна своей камерой. Мне не нравится, как снимает мой телефон, например, да. Вот я смотрю, не такие яркие прям цвета. Вот я вот снимаю, я вижу эту комнату очень красивой, а вот на камере цвета все равно не те. Я вот, например, хочу сейчас купить себе телефон. 113 тысяч стоит, последней марки iPhone говорю, Samsung. Ну, там камера вообще мощная. Там даже вот Луну показывал вчера родственник. На Луну, представьте, Луну в темноте, отличное качество. Представьте, насколько она далеко. Сейчас на любом телефоне, если сфотографировать, снять, Луна будет, ну, мутно будет ее видеть, да, вот видение. А вот прям чисто видно, настолько хорошая вот съемка, да. Вот. И я хочу, во-первых, я недовольна качеством своей съемки. Во-вторых, много чего бы я еще хотела изменить у себя на канале. Как-то делать названия, красиво писать. Это всему тоже нужно учиться. Этого всего я еще тоже не знаю. Не то, что не знаю, над этим нужно работать. Но у меня на все это, правда, не хватает времени, девочки. Но вот вы, которые пишете, киса, вот зайди, киса, вот зайди. Киса, типа, макурды Аллаха, ты такая, типа, где-то какой-то намек на то, что зазналась там или не хочет отвечать. Девочки, вы поймите, вас у меня много, очень много, которые товары заказывают, которые просят показать каждое платье по 100 раз, а так, а здесь, а смерь, длина, ширина, все это, да. Девочки, я бы с удовольствием бы помогла всем, но у меня правда нет на все это время. Вот, например, сегодня я снимаю. Тут еще такой момент, дети балуются, и нужно угадать момент, где снять. Вот одна женщина мне пишет и пишет, вот почему ты не заходишь? Вот зайди, посмотри, как мой канал. Как я могу, я что, эксперт, что ли? Я что, вы там? Можно подумать, у меня каналу 100 лет. Я сама новичок, я сама всему учусь. Я лишь сказала о том, что на ютубе можно заработать. Да, это я сказала, что на ютубе можно заработать. Если ты каждый день заносишь какие-то видео интересные, что-то снимаешь, да, можно заработать. Но всего я тоже не знаю, девочки, понимаете, я не знаю. Для этого то, что я не знаю, например, да, много чего было. Я же тоже элементарно даже монтировать видео не могла, элементарно. Дальше ходить не нужно. Я что делала? Забиваю в ютубе, как правильно снять видео, как лучше поднять контент на канале. Но тут, видите, у меня тоже тут такой момент. Я не могу все снимать, к сожалению. Я не могу всех показывать. У меня тоже очень много ограничений в этом плане. Но я сказала, что можно заработать, да. Если ты каждый день заносишь интересное видео, покупаешь рекламы, без рекламы твое видео не так попрет. Это я уже на себе проходила. Без рекламы мое видео лежало, висело. Нет, я покупала. Все знают. Многие, например, неправильно воспринимают то, что ой, да она и Галине отправляла посылку, она и Самвелу отправляла. Так это наша работа, это нормально. А как вот люди, которые занимаются торговлей, реклама, у нас реклама по всему городу, висят плакаты, все. Вот как это будет, если я скажу, ой, там, допустим, к примеру я говорю, ой, допустим, Эльвира там плакат повесила, она уже не знает, как себя прорекламировать, да, какое-то там свое дело какое-то. Любой другой скажет, слушай, помимо Эльвиры, там весь город увешан рекламами. Почему ты прицепилась именно к Эльвире? Я просто говорю, пример, да? Рекламами невозможно пройти ни шага, везде висит реклама. Так и это блогерская работа. Это вполне нормально у блогера, у которого развит канал, у которого есть хорошие подписчики, у которого хорошие просмотры. Если ты начинающий канал, и ты покупаешь у этого блогера рекламу, это нормально. Это нормально. Девчата, вы что? А некоторые говорят, уже не знают, так правильно? Я за это плачу большие деньги. Я за это прошу ни копейки, извините меня. Я не просто так говорю, там, Галина, давай, прорекламируй-ка меня. Либо кто-то другой, а ну-ка давайте, за спасибо. Нет, конечно. Я Галине выслала набор, который стоил 55 тысяч. За пересылку у меня ушло 7 или 8 тысяч. То есть я купила эту рекламу, да, я это рассчиталась не деньгами, хотя я спросила.
Я спросила, как лучше? Она сказала, как тебе угодно, как ты хочешь. Если как тебе... Много, она очень скромно себя повела. Она сказала, Кис, просто, не надо дорогое ничего. Я прорекламирую. Ну, ты уже не первый раз обращаешься. Я пойду тебе навстречу. Не надо слишком что-то дорогое. Но я, в своем понимании, я захотела, ну, как бы показать всю Чечню, да, от имени всей Чечни, что не какую-то безделушку отправить, а какую-то хорошую вещь, чтобы она могла действительно ней пользоваться. И чтобы я вижу, она ней пользуется, я смотрю. Ну, девочки, даже этот мой любимый, один из моих любимых каналов. Есть еще. Я, правда, не смогу их смотреть, не успеваю, у меня нет времени. Я когда заканчиваю с посылками, с этими, со всеми съемками, у меня уже нет времени, я уже ничего не хочу. Я хочу просто лежать и тупо отдыхать, без телефона. Понимаете? Поэтому не обижайтесь. Смотреть, как у вас видео, хорошо ли, плохо, это вам виднее. Я все ваши YouTube-каналы контролировать и смотреть, как у вас, я тоже не могу. Вы меня извините, пожалуйста. Есть специальные люди, которые работают. Их тоже в интернете полно, которые мне когда-то помогли. Но опять-таки, это все было не бесплатно. Я платила деньги и просила рассказать мне то-то, то-то и настроить то-то, то-то, что я не могу. И человек, который занимается этим делом, он брал деньги у меня, и он мне делал все отлично. Потом этим делом стал заниматься Висхан. Сейчас опять у меня Висхана нет, Висхан ушел в армию. Сейчас у меня новый есть товарищ, который полностью занимается, контролирует, если где ищет на просторах Ютуба какие-то гадости, сразу все это блокирует, удаляет. То есть, который с Ютубом на «ты». Я с ними еще на «вы». Да, я могу снимать, я могу монтировать видео. Я опять 100-й раз повторяюсь, я недовольна качеством своей съемки. Я хочу купить хороший телефон. Но всеми вот этими моментами там, где что сделать, там же много все это, с зарплатой, там налоговая, где-то что-то все сделать, как-то помочь. Этим всем занимается этот мужчина. Я ему доверяю, я с ним работаю, он все делает на отлично. Если нужно там... Ведь вы знаете, у каждого блогера, почти у каждого, есть свои хейтеры какие-то, есть какие-то злые люди, которые заносят свои видео, какую-то гадость. Это все, например, я в этом 0, да, я не смогу. Ну, честно говоря, не могу. Ему зайти, это все сделать 5 секунд. Он именно за этим наблюдает, я ему плачу определенную сумму, он занимается этим делом, то есть полностью все это вот он удаляет. Вот, поэтому, если вас что интересует, вы можете найти таких людей полно. И человек будет заниматься вашим каналом. То есть вы ему платите денежки. Это поначалу, например, когда вы ничего не знаете, да? Все. Вы вот такое вот дело делаете. Вы платите человеку деньги, и он вам помогает. Ну вот как-то вот так, девчонки, не обижайтесь, пожалуйста. У меня правда нет на все это время. Я начну резать. Ты скажи, когда будет. Ну. Все, раскатала Зуля вот тонко тесто. Примерно сколько, Зуль? 1 сантиметр. 1 сантиметр где-то, да. Фишка что делает? Балуется? Софишка. Так, девочки, вот. Эти как конвертики, да, называются? Мешочки. Мешочки.
Зуль, покажи, как Это делаешь. Кисина. Это моя работа. Вареник. Ты не показала сначала. Сейчас. Обязательно муку, да, вовнутрь, чтобы не слипалась. Это дагестанская кухня. Вот, смотрите, помедленнее, пожалуйста. Мы не можем так. Еще разговняем. И сюда будем заливать вот эту вот готовую смесь, да, жидкую. Представьте, она настолько... Ее заливаешь, Гуля, и слепляешь, да? Гуля, говорю, Зуля, Гуля, Зуля, ой. У нас один был на работе, Хатуев был, он там работал этим, ну, по стройке, главный прораб. Он никогда ничьи имена правильно не называл. Хадижа на меня говорит, ты как Хатуев, всегда фамилия Хатуев у него, Руслан. Киса как Хатуев. Вот эти вот конвертики, мешочки, будет заливаться эта смесь из яиц, молока и, ну, то, что мы зажарка, лук и жир. И вот представьте, это все будет вариться, Зуля, а потом его с чем подают? Чесночно-белым делают или что? Как хочешь, можешь чесночный, можешь со сметаной. Можно сметана, можно чесночно-белым. По желанию. Дагестанское блюдо. Яичное курзе называется. Вот такие конвертики. И сюда вовнутрь будет заливаться смесь из яиц и молока. И там зажарка, лук и жир. И очень-очень вкусные получаются такие курзе. Яичное курзе называется. Мешочек. Так, все, вода закипела. Вода кипит. Дальше обязательно, чтобы была такая кружка, да, Зуль? Угу. Такое с горлышком, чтобы удобно было заливать. И в кипящую воду. Мы хотим поближе посмотреть, как это происходит. Представь. А здесь у нас мяско варится, кипит вовсю мясо. И всплывает. Сулейман, Мухаммад, оставь, кушать будешь, отойди. Хватит жвачки. Вот кипят, девочки, наши курзе яичные. А мы сейчас их будем с чем кушать, Зуля? Со сметаной или с чесноком? Чем хочешь. Я хочу с чесноком. С чем хочешь. Не, Зуль, а чеснок просто делается или с томатом, или как-то? С бульоном, да? Мы-то будем делать сейчас настоянно. Угу. И заодно это тоже. В общем, кипят вовсю. Сейчас вытаскивать будем. Уже вытаскивать, да? Угу. Курзе яичное. Ой, какое вкусное блюдо, если бы вы только знали. А Зуля говорит, давай учись, будешь дома будешь делать. Я говорю, да. Этому точно не быть. Я попробовала, у меня не получилось. Я не смогла лично. У нас курзе, которое другое. Даже Анжела может его лепить. Не можем. Ни Хадижа, ни я, у нас не получается. Это надо, ну, если посидеть хорошо. Мне, если честно, и заниматься этим некогда. А ты льешь туда воду, да?
Машаллах, хозяюшки красивые, аппетитные. Вот представьте, не разварилась, да, вот. И ничего не это самое. Так даже постоять, да? Сейчас я вот чуть-чуть. Последний раз заварить. Угу. Что случилось? А я подумала, Анжела, думаю, да ну, не может такого быть, чтобы Анжела забыла свою. Да, Софиш? А девочки, я Зуле, тише, а я Зуле показала вот такой, подарила такой набор, но мы, когда стол накроем, покажем. У нее просто такая посуда уже есть, она покупала раньше у меня. А теперь вот такой кувшин еще со стаканчиками. Ну, когда стол накроем, увидите. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все, готово. Первая партия готова. Такую сноху ищу я для сына себе. Если у кого есть такие, обращайтесь. Чтобы вот так все умела, как Зуля. Аллах, мне Аллах послал такую сноху. Я, клянусь, довольна была на всю оставшуюся жизнь свою. Ну, надо смотреть. Надо смотреть. Сейчас, может, Зуля мне поможет в этом деле. Нужно искать хороших. Нужно смотреть в оба, как говорится. Вот у чеченцев этих блюд нет. У чеченцев жижигалныш там. Ну, тоже много чего. Хингал, щепелг разные, вот такие пышки с тыквой. Потом с крапивой. Но вот именно вот это блюдо, это дагестанское. Это даргинское или кумыкское больше как идет? Ну, дагестанское, они все готовят. Ну, все готовят в Дагестане, да, как бы сказать. Топленую массу делаем. Ох, ой, как вкусно, как красиво выглядит. А это тесто на этот, на хинкал. Это осталось с этого, да? Где Мухаммад? Машаллах. Представьте, внутри яйцо и все вот это. Как оно... Яйцо сварено, вот как вот мы кидаем яйца, да, бывает, когда варим зеленый борщ, да? Мы же некоторые взбалтываем, кидаем еще на поверхность, да, яйцо. Оно такое, да, расплывчатое такое. Это внутри, это смесь с молоком. Это, во-первых, и полезно. Зуля, а зеленый лук, укроп такое внутрь не может, да? Или можно, если хочешь? Вот, разнообразить, да, например? Мне кажется, если немножко зелень, укроп не будет вкусно. Мне кажется, вкусно. Меленько, лучок. Как делают? Такой свет такой добавить крапива. Крапива, да, еще? Ой, да. Я ж поэтому говорю, можно придумать что угодно. Можно меленько зеленый лучок, да, вот. И укропчик, да. И мне тоже кажется, будет очень вкусно. Почему-то очень. Да, машаллах. Ням-ням. Будем кушать сейчас. Девочки, мы кушаем. Я себе еще бульон налила. Девочки, как вкусно. Как вкусно. Она еще... Мы будем бером делать к ней. Просто пока у нас процесс, нам еще остальную еду готовим. Просто внутри я хотела показать. Вот смотрите, молоко, яйца. Что получить внутри? Видите, сваренное уже вот. Лук. Лук, да, лук. Вот. Сваренное вот так вот. Молоко и яйца, видите, внутри сварились. Это можно с чесночной подливой, можно со сметаной кушать. Нет. На килокорме нет. Конечно, кормлю. Вкусно, да? Да. Видишь, какой молодец.